Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Отплясывали ли так судостроители Поволжья 300 лет назад, неизвестно. Но то, что были мастерами своего дела, знают точно. Это и оценил тогда сам Петр I. А местные жители еще помнят рассказы про бабок о том, что корабли по Волге стояли, цари приезжали и шла бойкая торговля. Екатерина приезжала на своем пароходе, и там корабли или как там. Ага. И она, в общем, понравилось это. Тут такие хорошие столяры были. Плотники. Здесь были специалисты, которые топорами и другим инструментом готовили эти корабли. Ну а проживали они в этих местах, и причем начиная от мостового проезда до сегодня, до этого места и до Волги. Назывался поселок Бишбалта. Мужчины обрабатывали дерево, строили корабли. Адмиралтейской слободе 300 лет. К юбилею памятник. Вот эта скульптура в 3 тонны. Здесь можно увидеть мастеров судостроения. На головах у них тюбетейки, в руках пилы и топоры. Небольшое поселение Бишбалта еще с болгарских времен стало центром судостроения. А позже Петр I нарекает его вторым адмиралтейством России. Скульптура из чистой бронзы. Хоть и отливали ее не в Казани, место, говорят, выбрали самое подходящее. Сам нарисовал вот это. Дал задание. Скульптуру в Казани очень дорого берут. Пришлось в Свердловской области, в городе Свердловске, заказать вот эту скульптуру. Адмиралтейская слобода наша – это копия Васильевского острова Санкт-Петербурга. Основная улица, и к ней перпендикулярно идут улочки. Рядом деревянные элементы парусного корабля. Понять, что памятник связан с судостроением, можно и заглянув в листок, который держит в руке один из плотников. Там нарисован корабль. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.